Угрозы обрушения детского сада 59 в Ухтинском микрорайоне Ветлосян нет. Результаты экспертизы озвучили в местной мэрии. Ранее тревогу начали бить родители воспитанников дошкольного учреждения. Они обратили внимание на то, что вдоль фасадов здания просел грунт и заподозрили неполадки с фундаментом. О принятых мерах Виктория Науменко. Эти деревянные палеты выставлены вдоль фасада садика не для хозяйственных нужд. С самой весны они закрывают провалы грунта вдоль здания. Руководство детского сада обращалось в Ухтинскую администрацию, обещали обследовать. Процесс затянулся. Проблему все это время здесь решали как могли, подручными средствами. Пока летом к делу не подключились родители воспитанников. Они всерьез стали опасаться проблем с фундаментом здания и обратились в ОНФ. Впечатление-то было, что это фундамент нарушен, потому что обрушение было такое, дыра, значит, около фундамента, то есть сразу подумали, что может быть где-то трещина и так далее, то есть сразу начали активно заниматься этим, потому что все-таки представление опасности оно было. Хоть и закрыто палетами, но тем не менее оно как-то ужасающе смотрелось. В итоге при содействии Общероссийского народного фронта на прошлой неделе долгожданные ремонтные работы начались. Тем временем мэрия поспешила успокоить родителей. По результатам экспертизы угрозы обрушения здания нет. На сегодняшний день опасений нет, садик мы не закрываем, ЧС-ку не вводим, потому как это такие работы, которые не повлияют на безопасность детей. А потому на время ремонта необходимости в переводе детей в другие учреждения нет. Сад продолжает работать в привычном режиме. Все работы идут в подвале. Комфорту и безопасности детей ничто не угрожает. Провалы грунта снаружи – это результат разрушения отмостки. Как раз ее сейчас и ремонтируют. Уже изготовлена опалубка, то есть деревянный каркас, и на следующей неделе ее будет заливать бетоном. Провалы, конечно же, тоже зальют бетоном. Но, как показали обследования, в дальнейшем они могут возникнуть вновь, поскольку отмостка рушится по всему периметру здания. Общая сумма работ по ее ремонту более 5 миллионов рублей. Сумма пока неподъемная, а потому принято решение выполнять ремонт по частям. На сегодняшний день определили вид работ, который более критичен, который в этом году необходимо выполнить вот до наступления холодов. Да, вот эти вот работы проведутся, а уже на следующий год это продолжатся работы в весенний период. Как только позволит погода, будем делать работы дальше. К слову, погода на ремонт значительно повлиять не может, ведь все работы внутренние. Подрядчик выбран проверенный, а потому в мэрии нисколько не сомневаются в том, что к концу месяца все запланированное на этот год удастся завершить. Виктория Науменко, Павел Лагутин, телеканал Юрган, Ухта.